Здравствуйте, это программа «7 дней плюс». В студии Светлана Кадырова. Сегодня замечательный гость у нас в студии, но прежде чем ее представить, сообщу о том, что в России продолжается год семьи. Вот насколько он важен сегодня, в чем его смысл, какой поддержки в этот год ждут многодетные семьи. Ну и, в принципе, для меня очень важный вопрос, как совместить роли многодетной мамы и бизнес-вумен. А еще наш сегодняшний гость очень много знает о здоровье ребенка. С удовольствием представляю Дарья Юматкина, многодетная мама, успешная бизнес-леди, клинический психолог, нейропсихолог. Здравствуйте. Рада вас видеть. Ну и так, последила немножко за вашими социальными сетями. Ровно 15 лет назад вы стали мамой, если я не ошибаюсь, в январе, да? Знакомьтесь с вашей семьей. Старшая дочка зовут ее Полина, 15 лет исполнилось вот недавно. Средняя дочка зовут Вера, ей 12 с хвостиком. И младший сын Никита, ему 10 лет. То есть вы, ну, скажем так, многодетная мама как 9 лет, да? Ну, в чистом виде, в том статусе, который сегодня закреплен в России. Да. Если не секрет, во сколько лет стали мамой? И как принималось это решение? Насколько это было осознанно тогда, и насколько осознанно вы пришли, в принципе, к пониманию, что нужен второй и третий? В 24 года стала мамой впервые. Там очень небольшой был промежуток на подумать. Так. Дочка стала подрастать, старшая. Помню, гуляли на улице и почувствовала, что вот, хочу еще. А потом еще. А потом еще. Еще это хотелось мальчика или после 2 девочек? Или вообще хотелось? Вообще хотелось. А вообще, вот если сейчас вспоминаю то же самое и ваше детство, когда-нибудь думали о том, что станете многодетной мамой? Нет, такого не было. Ну, у нас в родне нет таких примеров для подражания. У всех 1-2 ребенка. Поэтому у кого 3 и более детей, мне это было незнакомо. Но как-то вот решилась стать такой мамой. Как отнеслись ваши родные, узнав, ну, что, в общем-то, вы вообще решились тут стать многодетной? Насколько поддержка была условно? Или говорили о том, ну... Нет, поддержка была. Дарья, вы что, Даш, ну... Нет, ну, поддержка была, да, молодцы. Здорово там понячить, придем погулять, поиграть. Поэтому не было отговоров, не было слов, куда он столько, прокормить бы этих, вырастить бы вот этих. Поддержка была моральная большая со стороны родителей. Поэтому я думаю, что это тоже большой плюс. Сыграла свою роль в уверенности, что справлюсь и что все будет хорошо. В каких случаях плачет многодетная мама? Если дети здоровы, плачет от усталости. Плачет от усталости. Все мы живые люди, и когда все наваливается, и даже если есть поддержка, происходит момент такой, все, я не могу. Где вы находили ресурсы, в чем вы их находили? Я так понимаю, я представляю, что очень многих женщин пугает вот эта многодетность как раз от вот этих слез, да, и от этой усталости. То есть это самый некий такой большой страх. Я устал, мне никто не поможет и так далее. В чем находить ресурс? В чем вы находили? И в чем можете посоветовать найти ресурс для тех, кто, возможно, сейчас думает о том, а вот не пойти ли мне за третьим? Находила ресурс, когда видела, как быстро растет старшая дочка. Это прям для меня было таким... Ого. Что скоро это закончится. Да, и я скоро вот так вот ее жамкать и целовать уже не буду. И на коленках не посидит, и мы с ней уже не порисуем, не поиграем. Ей сейчас 15 лет. Это совершенно другие отношения между мамой и дочкой. Это прям вот, ну, там, привет. Там, ну, так обнимется, так в щечку может поцеловать. И я такая смотрю на младшего, думаю, еще. Это прям вот заряжало всегда, это было внутренним ресурсом, пока дети были маленькие. Потом, когда уже получила несколько образований и открыла свое тело, для меня детей стало больше, потому что занимаюсь детьми. И ресурсом для меня стали те успехи детей, которые каждый день я могу наблюдать. При этом так получается, что вот вы говорите, плачете от усталости, при этом причина этой же усталости является ресурсом, да, в этой ситуации для вас стало? Да.
Очень часто многодетные мамы, в том числе, говорят, от года семьи ждут достаточно большого серьезного внимания успешным многодетным семьям. То есть сегодня, в принципе, социальная политика в государстве выстроена таким образом, что помочь тем, кто находится, тем, кому нужна помощь, да, то есть малоимущие многодетные семьи. Это абсолютно, то есть здесь бесспорно это нужно, но в этой ситуации, говорят, остаются, скажем так, вне зоны внимания, вам же ничего не надо. Или надо? Я никогда не отказываюсь от подарков и поддержки. В принципе, о чем мы сегодня, если вот действительно рассуждать с позиции многодетной семьи, о какой помощи бы вы хотели от государства, что необходимо включить в социальную политику, там, условно, социальные программы, чтобы вот таких многодетных семей, как вы, было больше? Однозначно я вижу перегруженные классы в школах и вижу перегруженные детские сады. Невозможно дать качественное воспитание и образование в рамках государственных учебных учреждений с таким количеством детей. Поэтому нужно и строить больше, и красивее, и лучше, и обучать будущих педагогов качественно, современным методикам, базируясь, конечно, на старой школе. Этого очень не хватает, и как мама 3 детей заявляю об этом, и как специалист, и как руководитель, это прям вот первое, на что хотелось бы обратить внимание нашего государства. А чем, прежде чем перейти сейчас к образованию, меня еще зацепил ваш вопрос, чем многодетные мамы от немногодетных отличаются? Чем я вот от вас, чем я от вас отличаюсь? Конечно, никак. Чем отличается? Я думаю, что многодетные мамы внутри вот такой логист живет, который бы, не то чтобы все успеть, а кого, когда, куда отвезти, кто забирает, кто где как покушает, кто во что переоденется, кому какую одежду к какому дню нужно купить, у кого утренник, у кого выступление. То есть вот это планирование задолго наперед и вспомнить, что было тогда. Это десятки групп в WhatsApp с разными наименованиями по разным кружкам. Родительских чатов. Родительских чатов. С учителем, без учителя, с директором, без директора. А еще безо всех. Да, это нужно все очень быстро обрабатывать, эту информацию, не забывать, желательно. Ну и планировать не только день, неделю, месяц, но и на полгода вперед, точно знать, что, когда у тебя должно быть. Потому что, если что, то вопросы все к маме. Мама, ты где? Мама, а кто там, а когда? А почему у меня нет того-то или того-то? Я думаю, что у мам с одним ребенком тоже есть своя логистика, но она премного меньше. То есть здесь фактически мама-управленец, которая бесконечно ставит некую дорожную карту маршрут существования семьи. При этом вот вы при вот этой нагрузке, при 3 детях успели получить образование. Да? Да. Какое? Как? И вот где вот в этой дорожной карте нашлось место, в принципе, чтобы вообще об этом подумать, да, что мне нужно это высшее образование. Там еще. Изначально я заканчивала, тогда еще был КГУ, факультет психологии, и вообще не думала, что я когда-либо свяжу свою жизнь с детьми. Работала в торговой фирме, в отделе кадров, наверное, как у большинства мам и женщин, это все начиналось. Родилась старшая дочка. Были некоторые особенности развития, потом средняя дочка родилась, тоже были особенности развития. И когда я увидела, что и у средней дочки нам предстоит такой маршрут по педагогам, врачам, я так, все, пора изучать на корню этот вопрос. Пошла получать первое свое образование, логопед-дефектолог. Изучила, поняла, что это такое. И поняла, что мне не хватает этих знаний, нужно копаться дальше, нужно и работать, чтобы получать практику. Уже свои дети по полочкам были разобраны к тому моменту, уже пошло хорошее развитие, нормотипичное, или, как говорят, нейротипичное развитие. Стала получать 2-е образование, 3-е образование. И часто тоже на работе, когда приходит мама, говорит, Дарья, как вы вообще, вот у нас там один болит, второй болеет. Я не знаю, как это работает, но когда стала получать образование, стала больше погружаться в рабочую среду, дети перестали болеть. Мне кажется, потому что мне перестало хватать времени их лечить постоянно. Вы как-нибудь там сами поправляйтесь, мне пора на работу. Обед, ужин готов, еда там есть, чистая одежда есть, постирана, все справки собраны, все дальше без меня. То есть у вас получается не только многодетность, но еще многообразованность, да? Да. Правильно? 3 высших, да? 3 высших образования, 3 ребенка. Но при этом вот сегодня
ну, самый частый тренд, когда тут переживают по поводу демографических показателей, о том, что многие отказываются от родительства в пользу пока карьеры, образования. И сейчас дети, ну, средняя статистика по Татарстану, рождается где-то первый ребенок в 29 лет. То есть вот у вас 24 года при этом, да, вам ничего не помешало. Но, в принципе, я так понимаю, что вот это осознанное родительство или это просто Это вот не откладывание? случайно. Почему? Это С чем осознанное это было связано? родительство. Ну, каждый ребенок, он был желанный. К этому я готовилась внутренне и не внутренне тоже настраивала себя. Если вот так брать тот фрагмент времени, когда дети рождались, я знала, что я буду работать, что я знала, что дом — это не финал, это начало. Ну, пока еще не знала, кем буду работать и как это все будет выглядеть. К вопросу о том, как... Ну вот люди отказываются и считают, что вот пока они не выстроят карьеру, не получат образование, то есть становиться мамой нет смысла, да, и очень поздние детки появляются. Ну, Да, по меркам врачей хорошо, да, по нашим да. женским-то нет, не поздно. Вот, чем себя убедить? Ну, понятно, что ваш пример сейчас показывает, что, в общем-то, все можно, да, можно делать Всё возможно. параллельно, если логистику соблюсти. Но какой, вот все-таки нужно отказываться от родительства или нет? Или дети скорее помогают быстрее вникать, учиться и выстраивать собственное планирование? Для меня карьера — это как какой-то путь к некоторому совершенству, к которому никогда не придешь. Достигнешь одного плато в карьере, захочется чего-то большего. Это будет бесконечно долго, 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 долго. А потом понимаешь, что ресурс человеческий, он не такой уж и неисчерпаемый, и потом физически становится, понимаешь, что ты там 45 уже, ну, вряд ли захочешь ночами попрыгать, поукачивать, да, какие-то такие вещи, которые легче даются именно вот по молодости. И потом представляешь себя, как ты идешь там на школьное собрание, вот ты такая прям... А тебе 60 лет, да? Такая тетенька. Это тоже мотивация? Ну, для меня, да, я видела примеры, когда приходит мама, думаешь, блин, такая девчонка, она уже мама. Вот. Но все по-разному выглядят, и у всех там разная генетика, и у всех разное время, когда рождается ребенок. Но для меня это тоже было таким моментом, что не ждать когда-нибудь, там, дом построим, быт устроим, и потом только родим. Вот хочется, значит, надо. Так, хорошо. Итак, одно высшее психологическое образование, одно медицинское, да, 2 дополнительных образования. Вот вы говорите, что жесткий тайм-менеджмент у вас был, но при этом открыли вы, и очень многодетные мамы открывают бизнес, очень тесно связанный с детьми, да? Вы попытались все-таки для своих деток, ну, создать некий прекрасный мир, где вы его знаете, вы преподаватель, но и совместили все это в бизнес-идеи. Я правильно понимаю? Дети к тому моменту уже учились в школе, обучались в школе, и они не нуждались в такой работе коррекционной, которая протекает сейчас в моем центре. Поэтому я создала такой центр, потому что знала, что работать с детьми с синдромом Аспергера, с синдромом с дефицитом внимания, гиперактивности и прочими нарушениями, можно строить эту работу иначе, так как в Казани на тот момент еще не было таких идейных центров. Сейчас, конечно, их прибывает, и все методики увеличиваются, масштабируются. Я хотела сделать тот проект, которого на тот момент в Казани еще не было. То есть вы фактически заняли так свободную нишу на тот момент, да? Да. При этом, вот сейчас вы сказали, что открывается очень много таких центров, оказывается очень много таких услуг в частном порядке и так далее. У нас деток рождается больше нездоровых. Это с этим связано? С чем? Самый дискутируемый вопрос на всех конференциях и форумах, где я часто бываю. И своевременная диагностика позволяет найти вовремя те или иные дефекты или предположить, сделать прогноз, что у ребенка, возможно, будет маршрут свой, иной, и постараться уже многое сделать для того, чтобы ребенок стал максимально нейротипичным, чтобы он смог пойти в обычный детский сад, обычную школу, получить самое базовое обычное образование. Ну и действительно таких детей все больше и больше. Мы это можем наблюдать, прогуливаясь там в детском центре, в торговом центре, там, в детской комнате, в детском саду, в школе. С многим связывают это и с изменением, в том числе экологической ситуации, с большим влиянием на будущих мам
большая нагрузка идет сенсорная, слишком много шума, слишком много света, слишком много информации льется на маму, всего слишком. То есть если брать те же самые 90-е годы, такого потока не было. Ни детей, ни перегрузок сенсорной системы. С чем чаще всего, какие, скажем так, условно диагнозы, да, что превалирует, что доминирует и чем вы можете помочь? То есть это вообще это лечится или это корректируется, или вы просто учитесь с этим жить? Что происходит? Я бы не сказала, что это прям болезнь, это нарушение, да, с которым мы обучаем ребенка социализироваться. Мы не стараемся его сделать таким, как все, мы не стараемся его сделать удобным для учителей и воспитателей. Наша задача, моих специалистов, это научить взаимодействию родителей, прежде всего обучаем взаимодействию с ребенком, потому что очень часто приходят мамы, папы, которые полной растерянности, они не знают, как общаться, как достучаться до ребенка, который не понимает речь, не понимает, не слышит их. Ну, не слышит не потому, что не слышит уши, а потому что мозг может это правильно адаптировать и распознавать эти сигналы. Ребенка обучаем коммуникациям, начиная вот с первостепенного, да, пытаемся вытянуть его на обычную речь, на обычную артикуляцию. Если это не удается, мы переходим на жестовую коммуникацию. Если жестовая коммуникация не удается, есть программа, есть коммуникаторы, кнопки-коммуникаторы, есть карточки, которые тоже позволяют ребенку хотя бы минимально, но контактировать с миром внешним. Вот самое главное все-таки такие диагнозы, я не знаю, да? Да, нарушения. Что сегодня? То есть вот в этом современном мире много детей с аутоспектром. И в слове спектр очень много всего. То есть сам аутизм, и сейчас так крайне редко называют детей с аутизмом, чаще называют дети с синдромом, дети с расстройством аутоспектра. И там могут быть нарушения, связанные с восприятием звука, с восприятием света, с восприятием тактильной системы, с восприятием высоты, глубины. Такие несуразные, казалось бы, детишки приходят, разобранные по кусочкам, и пытаемся подобрать к ним ключики. В меньшей степени приходят дети с очевидными диагнозами, например, синдром Дауна. У нас есть в Казани центры, которые специализируются на работе с такими детьми, и весьма успешно получается это делать. У нас дети с расстройством аутоспектра, с синдромом дефицита внимания, гиперактивности, со сложностью в обучении в школе, сложности, возникающие при коммуникации со взрослыми, со сверстниками. Начиная от 1,5 лет и там взрослому ребенку у нас 13. в каком случае, я так понимаю, во-первых, не все родители готовы услышать, да, ну, некие, ну, проблемы Да. в школе, да, у кого их не бывает. Ну, двойки бесконечно, а у кого их не бывает. Ну, проблемы с поведением. Мы все через это проходили, посмотрите на папу. Все что угодно. Все что угодно. Да, все вопросы туда. При этом, в каких случаях родители, во-первых, как родителям заподозрить, что что-то не так? Как родителю найти смелости, чтобы, в принципе, обратиться к врачам, либо в центр? Как уговорить ребенка? В общем, какая-то вот такая инструкция для мамы и пап, которые понимают, что ребенку нужна, в принципе, помощь. Как понять, что что-то там со здоровьем? Как Нет. правило, мамы или папы, или и мамы, и папы довольно рано понимают, что что-то пошло не по плану, но идет такое внутреннее сомнение, но он же маленький, ну вот подождем еще, ну вот пойдет в садик, ну вот там ближе к школе, и тут все оттягивание, и часто еще и со стороны родственников израстется, ты тоже там поздно заговорил, ты тоже там только там к 6 классу понял, зачем в школу вообще ты ходишь. Ну, какие-то такие моменты, которые оттягивают время, на самом деле, время ребенка, не родителей, а время ребенка стать более успешным. Не в плане там пятерок или олимпиад, а в плане социальном скорее, потому что все время говорю, будет жить счастлив тот, кто умеет быстро адаптироваться и находить контакт. Все остальное вообще не важно. Знает он цвета или не знает, может он что-то переписать. Если он может общаться и быстро меняться в ситуации, он выживет. И поэтому, то есть родители ищут отговорки, да, скажем так, условно. Они успокаиваются на какое-то время. Мой совет: лучше сходить
и убедиться, да, можно быть спокойным и ждать какого-то возраста, или нет, потому что. Очень много можно начать делать рано, и это принесет свои большие плоды и затратит гораздо меньше времени. Чем меньше ребенок, тем более пластичен его мозг, тем больше можем ему дать на ранних этапах. В каком возрасте вот, ну, стоит действительно немножко забить тревогу, если это какие-то подозрения? Это проявляется в 1,5 года, я не знаю, это проявляется в 2 месяца, это вообще проявляется у новорожденных, да? У новорожденных, вот прям вот новорожденных вряд ли можно что-то заподозрить. Есть внешние такие красные флажочки, по которым мама или папа могут заметить: нет, так себя вести нельзя. Например, если ребенок не реагирует на маму или папу комплексом оживления, если он не поворачивает голову или глазки в сторону звука, в сторону света, если он не развивается по плану в моторном аспекте, либо не развивается по плану в речевом аспекте, это тоже не на потом, это прямо сейчас нужно действовать. Многие моменты можно следить уже в возрасте до года, в том числе, если он не слышит, ну, как бы не слышит, да, можно проверить ушки. И у нас действительно есть такие дети, которые шли к сурдологу, им ставили тугоухость, и уже работа была и с врачом, и с педагогом. И правильно, что мы это заметили, потому что можно много времени потратить на педагогов, а проблема была совсем в другом. Поэтому не ждать какого-то другого срока, какого-то другого периода. Все равно тревога у мамы есть, и с каждым днем и годом она нарастает все больше и больше. Взять себя в руки, сходить к врачу, сходить к нейропсихологу или хотя бы к логопеду, чтобы понять, стоит заморачиваться, что-то начинать предпринимать, либо еще есть время подождать. Но мне кажется, просто в этой ситуации большинство родителей боятся, в принципе, услышать ну, некий диагноз, да? Тем более, ну, такой стереотип псих. Да? То есть вот, это психическое расстройство, да? То есть, ну, вот как правило. То есть, в принципе, все, что касается вот такого здоровья, как правило, и, естественно, все. А еще такое: я не виновата. Ну, то есть все равно чувство вины у мамы возникает в первую очередь, что если что-то с ребенком не так, то дело не в папе, а дело во мне. Но это прям вот самая частая история, когда чаще же мам приходят на консультации и приводят детей на занятия. И вот это чувство вины такое глобальное, и начинаешь работать с мамами, говорить, что здесь нет виноватых. Ни вы не виноваты, ни ваш супруг, ни папа ребенка, ни бабушки, ни дедушки. Так сложилось, потому что если мы можем найти действительно объективную причину с помощью лабораторных исследований, с помощью аппаратных исследований, то это прекрасно, значит, мы можем работать больше с неврологическим диагнозом, плюс заключение педагогическое, и там уже прогноз более оптимистично выглядит. При этом вы сейчас говорите о том, что родителям же тоже нужна помощь. Однозначно. И я не представляю, есть ли у нас что-то, например, в Казани, в принципе, не для детей с расстройствами, да, а для родителей. Нужна ли психологическая помощь? Как принять диагноз, как принять ребенка? Потому что, возможно, у некоторых родителей меняется отношение к ребенку, да, там появляется либо излишняя жалость после этого глубокого чувства собственной вины мамы, да? Что происходит? Есть ли такие школы, есть ли у вас какие-то психологи, которые отрабатывают с мамами, с родителями, точнее, эту позицию? Да, есть. Именно вот под эти задачи будет открываться в скором будущем второй филиал моего центра, и там будет психоэмоциональная реабилитация родителей. Там будет огромное время и огромный блок отдан под эти задачи. Мы будем работать с семьей, будем работать с родителями, имеющих детей с особенностями развития, будем обучать взаимодействию в семье между папой и мамой, будем обучать взаимодействию с ребенком, будем поддерживать, будут работать психологи, которые уже знают, что есть нормотипичная семья, то есть воспитывающая самого обычного ребенка, а есть семьи, которые воспитывают ненормотипичного ребенка. Неважно, там стоит жесткий диагноз, либо он чуть-чуть отличается, там не так ходит, или не так смотрит, или не так говорит. Все равно эта семья нуждается в большой психологической поддержке, которую они вряд ли могут получить в должной мере, должным образом от друзей, либо от родственников. А кто вам помогал, когда вы сами столкнулись с тем, что ребенку тоже нужна помощь? И первому, и второму. Я сама с этим столкнулась. Ну, да, вот была как раз та ситуация, когда все пройдет, разрастется, вот пойдет в садик, но я видела, что ничего не меняется, и поэтому
стала наблюдать, какие есть возможности, кто куда водил детей, потому что в садике были еще похожие тоже дети, имеющие схожие нарушения с моими дочками. Разузнала, пошла к этим специалистам, поговорила с ними, поняла, какие есть варианты дальнейшего коррекционного маршрута, потом поняла, что мне нужно обучаться. В общем, это та как раз ситуация, которую я прожила сама. Мне нужна была поддержка, которую я не получила в плане: Даш, давай, да, что-то не так, давай пойдем с тобой сходим вместе. И сейчас вы эту поддержку пытаетесь оказать таким же, кто просто начинает, да, проходит этот путь. Да, да. Программа наша с вами подходит к концу, и она выходит в женский день, 8 марта. Прекрасно. Как многодетная мама, бизнес-вумен. И очень коротко, и, может, если очень емко, а женское счастье-то в чем? Любовь. Это Кому-то, любовь. к чему-то или вообще? Все, к чему прикасается женщина, должно быть с любовью. Это может быть ребенок, это может быть любимый мужчина, это может быть работа, это может быть приготовление еды, это может быть прикосновение к самой себе. Это должна быть любовь. Дарья, большое спасибо, что пришли. Успехов в открытии новых центров. Спасибо Здоровья большое. всем деткам. Ну и пусть детки в принципе будут здоровы, а во всем Спасибо. остальном пусть будет любовь. Всего Спасибо доброго. большое. До свидания. Спасибо.